Рахмат, урматтуу юстиция министринин орун басары Зарема айым, айтсаңыздар, штраф 50 000 сомдон 100 000 сомго чейин эгер бир жыл алимент төлөбөсө, ажырашып кеткен жараныбыз, эми эркектер жөнүндө сөз болуп атат да, көбүнчөсү. 50 000 сомдон 100 000 сомго чейин бул чоң суммабы? Эльвира Жолдобековна, мен ойлойм, ооба, чоң эле сумма бул. Чоң сумма болсо, анда бул сумманы төлөй турган адам колунда бар адам экен да. Ошондо бул логиканы караганда ал адам деген балдарынан качып, андан көрөк мен ушул штрафты төлөп коеюн, алименттерди төлөбөй эле коеюн да, эгер алименттердин суммасы чоң болсо да. Бул бир маселе. Экинчиси, эгер бул каражатты силер штраф катары алып алсаңар, анда балдарга вообще эчтеке түшпөй калат да. Эльвира Жолдобековна, расмий телдө жооп берейин сизде. Здесь в первую очередь будут, конечно, интересы ребенка будут рассматриваться. В первую очередь эти деньги должны пойти на выплату алиментов. Я с вами согласна абсолютно, что это большая сумма и лучше выплатить алименты, чем заплатить штраф. Но это больше, наверное, такая норма, как устрашающая, что чтобы более-менее дисциплинировать граждан для того, чтобы они выполняли свои алиментные обязательства. То есть речь идет о том, что если человека задержат, то ему скажут, вот эти деньги мы тебя оштрафуем, но государство сделает так, чтобы эти деньги пошли на детей. Вы как это сможете механически сделать? Нет, это так не получится. Здесь больше, наверное, так, что он должен будет сам оплатить за алименты. Вот здесь вот, может быть, мы в рамках второго чтения с вами отработаем. Здесь предложение мы с Верховным судом уже обсуждали, чтобы, может быть, здесь нужно будет какие-то примечания внести, чтобы, если он оплатил алименты, то судебный процесс прекращается и так далее, уголовное дело прекращается. Но вы знаете, это мы с вами можем так рассуждать здесь с трибуны, да? А по факту со стороны это так, как будто кустуризация дошла до рядовых мужчин этой страны будет смотреться. Можете на это не отвечать. Смотрите, есть еще соты аткаруучулар, да, судебные исполнители. Ко мне очень много писем приходит от женщин. Матерей-одиночек, малоимущих женщин, семей, да, разведенные женщины. И они все говорят, что мужчины бегают от алиментов. Но самое главное, говорят, что они в сговоре с судебными исполнителями. Скажите мне, пожалуйста, есть хоть один пример, когда касательно алиментов был наказан хоть один судебный исполнитель? Нет. По этому поводу я обращалась, я писала письма в правоохранительные органы, вот письмо в Генеральную прокуратуру отправила, да. Касательно алиментов, когда идет, это доказать тяжело, да, но когда идет такой сговор, он сквозь закрытые глаза его ищет, этого алиментщика, точнее не находит, да, формально. И судебный исполнитель, в основном это мужчины, они закрывают на это глаза. Почему мы просим, чтобы в правоохранительных органах было не менее 50% женщин? Они на эти вещи смотрят по-другому. В судах было не менее 50% женщин. Чтобы вот эти судебные исполнители тоже были не менее 50% женщин. Потому что касательно вопросов детей, домогательств, насилия по отношению к детьми, почему-то по отношению к женщинам они вот в таком порядке смотрят. Если этот законопроект поддержать, я боюсь, детям вообще ничего не достанется. Эльвира Жолдобековна, давайте мы лучше с вами, я понимаю, что вы от безысходности идете, потому что все жалуются. Давайте мы с вами, может быть, поднимем вопрос о судебных исполнителях, об их ответственности. Эльвира Жолдобековна, я как уже Аида Исатбековна сказала, Министерство юстиции себе на 2024 год в план работы взяло вопрос по системе выплаты алиментов. Мы постараемся предложить комплексную программу для того, чтобы изменить вот эту систему выплаты алиментов, чтобы все, которые проблемы есть сейчас, мы постараемся что-то предложить, чтобы решить это. Предложите, пожалуйста, к обмену повысить уровень доходов населения. Тогда, может быть, будут у них деньги и выплачивать, помимо тех злостных неплательщиков. Иногда просто нету этих финансовых средств, они безработные. Спасибо. Можете не отвечать.